Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Сегодняшняя наша тема о домовых, о джиннах и шайтанах, которые поселяются в домах людей. Иногда человек слышит какие-то скрипы, какие-то звуки. Он может перед сном, перед кроватью снять тапочки, а утром найти их где-то в коридоре. И это внушает страх. То есть вселяется по этой причине страх в сердца людей. И они начинают прибегать вот к таким куклам, вешают этих домовых у себя дома, кузей. Или вешают вот такие амулеты, боясь этих шайтанов, и думают, что вот эти амулеты, они будут спасать их от этих шайтанов или от сглаза. Но на самом деле это только усугубляет их ситуацию, и шайтаны становятся еще более наглыми и более вредительны. Почему? Потому что они чувствуют, что люди боятся их, и они начинают запугивать людей еще больше. Один мой знакомый купил дом, сделал ремонт основательный для того, чтобы постоянно жить со своей семьей в этом доме. Но на данный момент в этом доме никто не живет. Он переехал с этого дома. Почему? Потому что он сказал, что его дети видели маленькую девочку, постоянно видят какую-то девочку. И это как привидение. По этой причине их охватывал ужас, они прибегали к родителям. Жена, говорит, чуть не сошла с ума от этого страха. И все это потому, что люди боятся этих шайтанов. И чем больше мы боимся их, тем больше они начинают запугивать людей до того, что они уже даже появляются в облике людей. И этот мой знакомый спросил меня, как бороться с такими домовыми и как изгнать их из дома. На что я ответил, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что у каждого человека есть карин. Карин, постоянно сопровождающий его, либо ангел, либо джин, шайтан. Так вот, то есть у человека постоянно есть сопровождающие ангелы и сопровождающий шайтан. Если у человека есть хорошие мысли, то это от ангела, по воле Аллаха, с дозволения Аллаха. А если есть плохие мысли, такие как обида, например, постоянная обида, зависть, то это мысли от шайтана. И когда спросили у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и даже у тебя есть этот карин, шайтан, он сказал, да, но однако Аллах помог мне, и он принял ислам, и он мне подчиняется. То есть он не внушал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, какие-то дурные мысли. Но у нас, у простых людей, есть этот карин, и он постоянно внушает что-то плохое. И проблема в том, что внутренний шайтан связывается с внешними шайтанами и говорит, докладывает им о состоянии нашей души. Если мы боимся, то он говорит этим шайтанам, он боится, он вас боится. Понимаете, он дает им информацию о вашем состоянии, о вашем страхе. Как бороться с этим? Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Ан-Нас, сура Люди, «Мин шарриль васвасиль ханнас». О Аллах, защити нас от вреда увещающего, от вреда наущающего, исчезающего. Ханнас – это тот, который исчезает, появляется, исчезает. Кто это? Это карин. Однажды один сподвижник, в толковании этой суры говорится, что один сподвижник попросил у Аллаха, чтобы Аллах показал ему этого карина, где он находится в теле человека. И Аллах ответил на его мольбу и показал ему этого карина. И он видел этого шайтана в людях.
И он сказал, что ноги его находятся в ногах, руки в руках, тело в теле, но только вместо лица собачья морда. И вместо носа пятак, такой свиной пятак, похожий на хобот. То есть такой короткий хобот, как свиной пятак. На вид, как свиной пятак. И вот даже здесь вот, смотрите, нос, который делают мастера, которые изготовляют вот таких домовых, они делают вот такой пятак. Почему? Потому что они, наверное, видят этих шайтанов. Так вот, этот шайтан, Карин, он что делает? Он всасывает сердце людей, сердце человека и начинает наущать, начинает толкать его на какие-то дурные мысли. Тогда, когда этот человек находится в забвении, когда человек совершает грехи, этот шайтан начинает внушать ему разные дурные мысли. Но когда человек поминает Аллаха, этот шайтан исчезает. Ханнас, он исчезает. Имеет свойство исчезать. Так вот, если вы боитесь домового или еще каких-то шайтанов, вы должны поминать Аллаха и говорить «Ля иляха илlallah, Субханаллах, Альхамдулилля, Аллаху Акбар». Любой зикр, любое поминание Аллаха, «Ля хауля ва ля куввата илля билля», делает так, что этот карин исчезает. И нарушается связь между карином и внешними шайтанами. И шайтаны не знают о том, что вы боитесь. Если вы боитесь, этот карин не может донести до них, что вы боитесь. Потому что вы поминаете Аллаха. И что происходит? Если вы не боитесь этих джиннов и шайтанов, то джинны и шайтаны начинают бояться вас. На самом деле, эти джинны и шайтаны, которые обитают в домах, они небольшие. Они небольшие, и самый умный среди них, среди джиннов, его ум примерно равен уму и разуму 10-летнего человеческого ребенка. Поэтому, если вы не боитесь их, они начинают бояться вас. Они будут бояться вас, если не будет связи между ними и карином, который внутри вас. Поэтому поминайте Аллаха всякий раз, когда заходите домой, всякий раз, когда чувствуете какой-то звук, поминайте Аллаха, делайте зикр, читайте суру Корова один раз в 3 дня, либо 1 раз в неделю. Если не можете прочитать ее сами, то ставьте диск с чтением суры Корова Аль-Бахара, чтобы каждую неделю эта сура читалась у вас в доме, и поминайте Аллаха, и тогда домовые шайтаны будут убегать из вашего дома, и в ваш дом придет, иншаллах, баракат. И также, если в ваш дом будут приходить хорошие люди, если в вашем доме будет читаться Коран, то в этот дом будет приходить баракат. Если в ваш дом будут приходить гости, богобоязненные люди, то в ваш дом вместе с ними будут приходить, иншаллах, ангелы. А там, где ангелы, оттуда убегает шайтан. Шайтан всегда любит дом, где одиночество, где мало людей. Поэтому чем больше людей будет приходить к вам домой, чем больше будет веселья в вашем доме, шариатского веселья, чем больше будут играть дети в вашем доме, тем дальше будет от вашего дома шайтан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вашему дому.